benim героическое и трагическое поколение işke başkardı. Bizning правительственным тлеген. Но результат какой еще? Почти 80 yıl turmuş, значит, сугышсыз үтті. 3 буын. Şunluktan bu буын kişileri, sıngıları особенно bir нәрсе de bilmей сугыш turunda. Onlar için День Победы, бәйрәм етергә керек, повод к празднику. Bir өлгән кешегә сугышта примерно 2-3 раненый туры килә. Вот сугыштан соң миллионы коллег. Я отделался 2 ребрами, верхушком легких и 6 годами солдатчины. Мне повезло. А другим оторвало руки, ноги, челюсти. Вот что такое война. Тяжело очень было жить после войны. Особенно вот вдовам с многодетным. С дяда тоже предлагали. Сталин сказал, это хотят украсть нашу победу, с ними свяжешься, короче говоря, в зависимость попасть. В зависимость попадать не захотел. Наверное, правильно сделал, но для народа это было очень тяжело, потому что восстановление и развитие народного хозяйства было переложено на плечи наших трудящихся. Молодежь разная, с государством со стороны государства, как на Путин Кильде к руководству, совершенно другой отношение к ветеранам. При Ельцине об нас уже начали вытирать ноги. Ничего умного я сказать не могу. Молодежь разная. Есть потребители, есть созидатели. Увы, потребителей нынче все больше и больше, а созидателей меньше и меньше. Любить надо Родину. Это банально, но для этого что нужно конкретно делать? Я уже говорил, население вымирает. Жениться, создавать семьи, рожать детей. Вот это и будет любовь к родине. Говорят, что тяжело воспитывать детей, а кому было легче? Нам, что ли, было легче? Я рассказывал уже, к какому разваленному хозяйству я вернулся с войны. Не убивай, не обманывай, работай, будь добросовестен. И 10-я заповедь: не пожелай жены ближнего. У Пушкина есть стихи. Там он пишет: не нужно мне его осла, не нужно мне его добра, но ежели его супруга прелестна, Господи, я слаб. Они вечные, вот эти самые заповеди, их надо выполнять.